смерть, она неожиданна для родных, она просто необъяснима, трагична. Единственным утешением для всех нас является то, что Бог забирает душу. Они свою миссию выполнили на земле и идут в Бога. Павел Владимирович, я считаю, что он выполнил свою миссию на земле сполна. Он был хорошим сыном, хорошим мужем, добрым дедушкой. Говоря о его работе на земле, действительно он прошел большой путь. В 40-м году его призвали в армию, в Красную армию. Потом началась война, и до 46-го года он был в армии. От Корейского фронта украинский, вся Европа, и он дошел, войну завершился Киев, был политработником. После назывался, он получил мирную профессию, защитился, стал кандидатом технических наук. И главная его разработка это было ракетное топливо для космических кораблей. В 70-м году он вышел на пенсию, он продолжал работать, вышел несколько книг. Он был активен в своей жизненной позиции. Мы недавно встречались, правда, никто не думал, что он так быстро умрет, хотя стало буквально 6 месяцев, как его исполнили в истории. Я думаю, светлая память Ивана Рахимовича останется в памяти, пока он был живы. Это солдаты, которые сотворили мир от фашистской чумы, восстановили нашу страну и, по крайней мере, до сегодняшнего дня мир этот существует, хотя много сильно желающих вернуться на нашу землю, потому что она самая большая, самая богатая. Вот. Я думаю, что новое поколение, которое растет, оно достойно тех традиций, которые выработались в России за 1000 лет, сохранять этот мир, сохранять нашу Россию. Ну, что мне пожелать? Как говорят, пусть земля будет пухом, а наша память вечна. А Царство Небесное? Ну, вот, говорят, Царство Небесное, средств нет, но говорят, как бы то ни было, сегодня он всем нам прощает